Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Парламентские выборы в Казахстане еще даже не начались, а студентов столичных вузов тысячами сгоняют на секретные репетиции торжественных мероприятий в честь победы партии Нурсултана Назарбаева «Нур-Отан». Не надо снимать. Скандал в Российско-Кыргызском фонде развития. Из 500 миллионов долларов, выделенных на покрытие ущерба от вступления Кыргызстана в Евразийский союз, за год предпринимателям не дали ничего. Зато даже уборщицы фонда получают зарплату в 5 раз большую, чем школьные учителя. Мы спросили об этом у главы фонда, но она сказала, что статус организации такой же, как у Всемирного банка. Поэтому она не может разглашать информацию. Боевики ИГИЛ утверждают, что убили в сирийской Пальмире русского Рэмбо. Россия гибель военного советника отрицает. Между тем Путин, помимо летчиков, наградил за войну в Сирии артиллеристов, пехотинцев и даже замкомандующего танковой армии. На Украине демонтировали самый большой в стране памятник Ленину. Тем временем Российский следственный комитет решил проверить законность сноса памятника Дзержинскому в Москве во время революции 1991 года и наказать виновных. Восстание студентов 5 государственных вузов уже несколько дней сгоняет на репетицию празднования победы пропрезидентской партии Нур-Отан на парламентских выборах, которые состоятся завтра, 20 марта. Как сообщает портал Ратель-КЗ, каждый день акимат Астаны снимает с рейсов несколько пассажирских автобусов и свозит студентов на велотрек Сары-Арка. Снимать репетицию категорически запрещено, но корреспонденту Ратель-КЗ удалось это сделать. Стоп. Пока я не дойду до сцены, мы все время произносим эту речевку. Когда я дойду и поворачиваюсь, вот тогда мы начинаем аплодировать. Договорились? Мероприятие идет под строгим контролем ректоратов. Руководители учебных заведений лично следят за неукоснительным выполнением студентами всех требований организаторов торжества. Аплодировать, махать, изображать восторг в ходе выступления спикеров и по команде скандировать «Нур-Султан, Нур-Отан». Студенты боятся давать интервью и предпочитают выполнять все требования в обмен на лояльность преподавателей во время сессии. В аппарате партии Нур-Отан факт проведения репетиций форума победителей отрицают. В ректоратах учебных заведений заявляют, что сбор студентов связан с подготовкой к празднованию Наурыза. А охрана мероприятия нападает на журналистов, которым вход на репетицию форума победителей категорически запрещен. Наши коллеги из казахской службы «Радио Свобода» Азатык с подробностями. Сотни студентов сегодня днем пришли к зданию республиканского велотрека Сары-Арка в Астане накануне дня голосования на досрочных выборах парламента. Но молодые люди не смогли ясно объяснить, по какому поводу они пришли сюда. Мы пришли на репетицию. Репетицию чего? Не знаю, впервые здесь находимся. А кто вас сюда привел? Нас отправили от университета. Какого университета? Казахский агротехнический университет. А как же занятия? Занятия освободили. Для чего? Не знаю, можете спросить преподавателей. Зачем вы сюда пришли? На флешмоб. Какой флешмоб? Танцевальный. Почему мы ничего такого не говорили? Нет, Урал флешмоб. Зайдете сами, посмотрите. Который день вы сюда ходите? Второй день. А как же занятия? Освобождение. Представители организаторов этого таинственного мероприятия отказались отвечать на вопросы о причинах собрания студентов и запретили вести видеосъемку. Не представившийся мужчина не позволил журналистам Азаттыка войти в здание. Выключите камеру. Не надо снимать. Вы что слышите? Нет, а в чем дело? Не надо снимать тут ничего. Почему? Зачем? Объясните, что происходит? Зачем? Почему снимаете? А что происходит здесь такого, чтобы нельзя снимать? Объясните? Давай там поговорим. Ты кто? Не повышай свой голос. Что ты можешь сделать? Не пойдешь туда. Почему не пойду? Руки уберите. СВ, подойдите сюда, здесь двое, надо их увести. Студенты сказали, что им запретили проносить в это здание сотовые телефоны. Тем не менее, одному из участников мероприятия удалось снять происходящее на видео, которым он поделился. Судя по его видеозаписи, в просторном зале проходит репетиция. На стенах висят баннеры под названием «Форум победителей».
Вместе с парламентскими выборами в Казахстане пройдут и выборы в городские собрания депутатов Маслихаты. На сегодняшний день около 300 кандидатов сняты с участия в выборах. Как заявил член Центра избиркома Марат Сарсембаев, причиной стали неточности в налоговых декларациях. Нарушением может стать даже сумма в 1 тенге. Это меньше, чем 1 цент. Нынешние выборы в Маслихаты примечательны тем, что в этом году в них решили участвовать известные гражданские активисты. Но почти все они оказались за бортом предвыборной кампании. Наш корреспондент Дмитрий Беляков выяснял, почему независимых кандидатов не допустили до выборов. Она поет, у нее есть песня о том, что типа, если тебе что-то нужно, то нужно стараться это получить. Алматинка Ася Тулесова известна как создатель мобильного приложения для измерения уровней загрязненности воздуха Алматы Urban Air. Для продвижения своих идей по защите экологии родного города Ася решила баллотироваться в местный исполнительный орган – Маслихат. Однако ее кандидатуру сняли с выборов, так как Департамент государственных доходов обнаружил расхождение в ее налоговой декларации. Налоговая форма не предусматривает отображение разменной единицы – тиин, которая составляет 1/100 тенге. И согласно законам страны Ася округлила сумму. У меня было 14 924.22 тин. Я бы могла оставить 924, и, может быть, тогда бы меня приняли. Но я округлила и написала 925 тенге. Несоответствие налоговых деклараций в этом году стало основной причиной снятия с выборной гонки, заявил ЦИК. Около 300 кандидатов не допущены до выборов. В их числе гражданский активист из АТРАО Макс Бакаев. В неправительственной сфере он работает 12 лет. Эти выборы стали его второй безуспешной попыткой пробиться в Маслихат. Значит, написали, что я не указал долю уставного капитала в общественных организациях, где я работаю, где я являюсь учредителем. Но дело в том, что уставной капитал, этот термин применяется только коммерческим предприятиям. Макс уже проиграл апелляцию, хотя он планирует пройти все инстанции до конца, не питает особых иллюзий. На его взгляд, снятие кандидатов по таким несерьезным недочетам – способ не допустить нежелательных людей в местные представительные органы власти. Вот таким образом отсекают от принятия решений вот этих вот молодых и активных, которые, конечно, придя туда, начали бы решать проблемы и обязательно задели бы чьи-нибудь интересы. Алматинец Денис Кривошеев также собирался принять участие в электоральной кампании. Известный не только в Алматы, но и в республике. Как экономический обозреватель, эксперт и активный блогер, он закономерно рассчитывал на успех. В какой-то момент мне показалось, наверное, как и многим, что эти выборы должны что-то поменять. Денис стал готовиться к электоральному процессу и проводить консультации. Однако свои документы до ЦИКа так и не донес. Как говорит сам Денис, источники, которым он склонен доверять, прямо дали понять, что нежелательные кандидаты не будут допущены до выборов по разным причинам. Государство не готово к гражданскому диалогу, не готово к гражданской активности. Она по-прежнему настаивает на том, что она обладает единственным сакральным правом трактовать все, что происходит вокруг. Снятие с дистанции почти 300 кандидатов запустило целую кампанию, говорит Ася Тулесова. В соцсетях были собраны подписи под петицией в ЦИК с предложением пересмотреть процедуру регистрации кандидатов в законодательстве. Многие неудавшиеся кандидаты сейчас объединяются для того, чтобы привлечь внимание к проблеме. Я хотела мотивировать всех ребят, которые думают, что у них есть хорошие идеи, и они хотят реализовывать и работать в этом направлении, что им надо участвовать в этих процессах, потому что это важно, потому что от этого потом, как бы кто ни говорил, мне кажется, от этого будет зависеть наше будущее. По данным Центральной избирательной комиссии, для участия в досрочных выборах в Маслихаты 20 марта было зарегистрировано 10 825 кандидатов. Конкурс примерно 3 претендента на 1 депутатский мандат. Около 2/3 кандидатов – самовыдвиженцы, средний возраст около 43 лет. Согласно Конституции, депутатом Маслихата может стать гражданин Республики Казахстан, достигший 20 лет и обладающий активным избирательным правом. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Российское Министерство обороны, в крупнейших военных учениях в Таджикистане принимают участие спецподразделения российских ВДВ. Как отмечается, всего в совместных учениях задействована группировка численностью более 150 десантников. Минобороны сообщили, что переброска подразделений ВДВ осуществлялась самолетами военно-транспортной авиации. Перед десантниками стояла задача отработать десантирование личного состава и специальных грузов на незнакомой площади приземления в сложных климатических условиях и действовать в горной местности.
Скандал в Российско-Кыргызском фонде развития. Из 500 миллионов долларов, выделенных на покрытие ущерба от вступления Кыргызстана в Евразийский союз, предпринимателям практически не дали ни копейки. Зато руководители фонда назначили себе зарплаты в 20 раз превышающие среднюю зарплату по стране. И даже уборщицы в бишкекском офисе получают за свой труд в 5 раз больше, чем врачи и школьные учителя. Тему продолжит Дибек Бегалиева. Сколько на самом деле получают сотрудники Кыргызско-Российского фонда развития, доподлинно неизвестно. Информация эта конфиденциальная, причем настолько, что об этом не смогли узнать даже депутаты парламента. На заседании комитета по бюджету мы спросили об этом у главы фонда, но она сказала, что статус организации такой же, как у Всемирного банка. Поэтому она не может разглашать информацию. Хотя, например, зарплаты депутатов, члена правительства и президента известны всем. Не ответили в фонде и на запросы журналистов. В итоге редакторы экономической программы Capital провели собственное расследование и подсчитали. Даже простой технический персонал вроде уборщиц получает в 5 раз больше, чем, например, учителя в школах. Мы долго думали вообще, как выяснить этот вопрос, и просто при обсуждении возникла идея: давайте запросим у социального фонда Кыргызстана, то есть хотя бы давайте запросим их отчисления. Исходя из этих отчислений, у нас получается отчисление 10% от заработной платы, мы будем высчитывать фонд их заработной платы. Заработная плата топ-аналитиков, по их примерным подсчетам, составляет около 5000 долларов, а самого руководителя фонда 10 тысяч, а если верить инсайду в Твиттере, все 15 тысяч долларов. Тратить столько денег на содержание фонда, который целый год практически не работал, бизнесмены считают неправильным. За все это время кредиты на развитие могли получить тысячи предпринимателей. То же самое, какую-то сейчас промышленность, что-то модернизировать, что-то делать, да, допустим, я же опять говорю, чтобы заказать оборудование, там это оборудование нигде готовым не стоит, да, это время. Пока, допустим, я пошел в фонде кредит взял, потом пошел, оплатил там за оборудование, пока оборудование сделали, пока оно пришло, пока ее сделали ее монтаж, пусконаладочные работы, пока ее впустили. Это примерно там минимум полгода, максимум год уходит на это дело. Из обещанных 500 миллионов Москва перевела на счет фонда лишь 350 миллионов долларов. Большая часть из них в виде ценных облигаций находится в российских банках. Возможно, Кремль просто не доверяет Бишкеку. Между тем, кыргызстанской экономике деньги эти просто жизненно необходимы. Средства Российско-Кыргызского фонда – это фактически откуп за наше вступление в Евразийский экономический союз. То есть эти деньги нам дали на компенсацию тех потерь, которые возможны в экономике в первые периоды нашего участия в этом альянсе. За неэффективную работу, кстати, руководителя Кыргызско-Российского фонда развития на днях с должности сняли. На ее место пришел экс-мэр Бишкека Кубанчебек Кулматов. Дибек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. Далее в программе. Боевики ИГИЛ утверждают, что убили в сирийской Пальмире русского Рэмбо. Россия гибель военного советника отрицает. Между тем, Путин, помимо летчиков, наградил за войну в Сирии артиллеристов, пехотинцев и даже замкомандующего танковой армии. На Украине демонтировали самый большой в стране памятник Ленину. Тем временем Российский следственный комитет решил проверить законность сноса памятника Дзержинскому в Москве во время революции 1991 года и наказать виновных. В России отметили 2-летие присоединения Крыма, или, как называют эти события во всем мире, аннексию Крымского полуострова. В Москве на многочасовой торжественный митинг на Красной площади собрались десятки тысяч людей, перед которыми по очереди выступили артисты и политики. Торжественный митинг транслировали главные федеральные телеканалы. Впрочем, не обошлось и без обычных уже скандальных сообщений о том, что на митинг предприятия направляли своих работников по разнарядке, а вузы сгоняли студентов насильно. Об этом пишет российский портал РБК. В этом году помимо российских триколоров и фотографий Путина были замечены и флаги Сирии и портреты Башара Асада. Сам Путин предпочел отметить годовщину в Крыму. Он летал на вертолете над строительной площадкой Керченского моста на косе Тузла, фотографировался со строителями и рассказал, что мост через Керченский пролив пытались построить Николай I, Иосиф Сталин и даже фашистские оккупанты. По мнению Путина, именно современной России выпала историческая миссия создания мостового перехода между Крымом и Кавказом. Тем временем страны Евросоюза в годовщину аннексии Крыма призвали все страны ООН присоединиться к санкциям против России. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в очередной раз заявила, что ЕС никогда не признает Крым частью Российской Федерации. Ее заявление прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сказал, что этот вопрос никогда ни с кем не обсуждался и не будет обсуждаться.
Возможно, в Сирии погиб еще один российский офицер. Террористическая группировка «Исламское государство» опубликовала видеозапись, на которой, как утверждают боевики, запечатлен убитый в Пальмире российский военный советник. Видео со ссылкой на источники в так называемом «Исламском государстве» опубликовало агентство Рейтер. Рядом с телом разложены боеприпасы и содержимое аптечки, на котором четко видны надписи на русском языке. Оружие, которое, как заявляют боевики, было изъято у россиянина, относится к вооружениям элитных подразделений российского спецназа. Когда именно было снято видео, а также имя убитого, не сообщаются. Боевики утверждают, что тело в данный момент находится у них. Представители Минобороны России уже заявили, что эта информация не соответствует действительности, и все российские военнослужащие в Сирии живы и здоровы. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что древний сирийский город Пальмира уже в ближайшие дни может быть взят штурмом войсками Башара Асада. Тем временем на церемонии награждения военных, вернувшихся из Сирии, в Кремле президент Владимир Путин признал гибель еще одного российского военнослужащего в Сирии, который Минобороны отрицала почти 4 месяца. Таким образом, число официально признанных погибших солдат и офицеров во время сирийской операции составило 5 человек. Путин даже специально обратился к их вдовам во время посмертного награждения. И сейчас я буду говорить не о деньгах. Здесь, в этом зале, Елена Юрьевна Пешкова, Валентина Михайловна Черемисина, Ирина Владимировна Пазыныч и Юлия Игоревна Журавлева. Вдовы наших товарищей, погибших в борьбе с террористами. Понимаю, что для родных, близких, друзей, боевых товарищей Олега, Ивана, Александра, Федора их уход – невосполнимая утрата. Все мы воспринимаем случившееся как личное горе. Поэтому и назвал ваших мужей, отцов, сыновей по именам. И не как верховный главнокомандующий или президент, а как благодарный и скорбящий по этим утратам гражданин России. Во время награждения в Кремле героев сирийской операции присутствующие журналисты отметили, что ордена и медали президент России вручает не только боевым пилотам, но и артиллеристам и пехотинцам. Среди награжденных был даже заместитель командующего первой танковой армии. Российское издание «Коммерсант» сообщает, что награжденный генерал-танкист сообщил, что в Сирии сейчас находится соединение из нескольких десятков самых современных российских танков, которыми управляют российские экипажи. По итогам награждения журналисты сделали вывод, что помимо воздушных ударов, российская армия провела несколько полномасштабных наземных операций. И сегодня же стало известно, какие из подразделений российских войск и какое вооружение останется в Сирии. Это более 1000 военнослужащих, все современные комплексы ПВО С-300 и С-400, артиллерия, танки и часть боевой авиации. А президент Владимир Путин заявил, что вопрос возвращения ударной авиационной группировки в Сирию – это дело нескольких часов. Северная Корея опять провела испытания по меньшей мере одной баллистической ракеты. По данным южнокорейского информационного агентства Йонхап, она пролетела около 800 километров, а затем упала в море. Как утверждают журналисты, скорее всего, это была баллистическая ракета средней дальности. Они могут пролетать от 1000 до 5500 километров и оснащаться ядерной боеголовкой. Последний раз испытания ракет этого класса Пхеньян проводил в 2014 году. Кроме того, южнокорейские военные зафиксировали в пятницу еще один запуск, совершенный вскоре после первого. Однако ракета исчезла с радаров, достигнув высоты 17 километров. В марте США и ООН ввели против КНДР новые санкции после испытания Пхеньяна водородной бомбы в начале года. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что в ближайшее время будет проведен новый ядерный взрыв, а также будут запущены несколько видов баллистических ракет. Решение властей Северной Кореи отправить на 15 лет за решетку американского студента-туриста вызвало настоящий шок в Соединенных Штатах. Напомним, что 21-летний Отто Вормбир был признан виновным в краже политического плаката со стены в отеле Пхеньяне. Он приехал в КНДР на новогодние праздники и хотел взять плакат в качестве сувенира на память об этой поездке. В результате Вормбир провел последние 2,5 месяца в северокорейской тюрьме в ожидании суда. Но суд над ним занял всего 1 час. Об американской реакции на жестокий приговор в репортаже Вадима Оленичева. О том, что именно случилось с Отто Вормбиром в Северной Корее, можно будет узнать только если он когда-нибудь вернется на родину.
Пока что ближайшие 15 лет студент университета штата Вирджиния может провести на северокорейской каторге, где условия содержания напоминают сталинский ГУЛАГ. А главное, такое тяжкое наказание 21-летний молодой человек получил всего лишь за то, что снял со стены в гостинице и хотел увезти домой в США в качестве сувенира плакат пропагандистского характера. Уормбир приехал в КНДР на Новый год в составе туристической группы, но был задержан таможней в аэропорту прямо перед вылетом на родину. Режим Чучхе сделал все, чтобы придать процессу политический и антиамериканский характер. Узнав, каким может быть приговор за такое злодеяние, в кавычках, Отто был не в силах скрыть свое отчаяние. Это был наихудший поступок в моей жизни, но я ведь просто человек. Молодому американцу, по-видимому, невдомек, что в условиях тоталитарного режима проявлением простых человеческих чувств ни на кого нельзя повлиять. Это было прекрасно видно по каменным лицам тех, кто присутствовал на слушаниях. Заседание заняло всего час. Отто Уормбира не только осудили, но и, возможно, заставили сотрудничать с властями КНДР. Во всяком случае, последнее слово подсудимого прозвучало срежиссированно. США не должны подталкивать таких людей, как я, к совершению преступлений против других государств. Тот факт, что Отто признал, будто кто-то на родине спровоцировал его на противоправные действия, говорит о том, что судебные органы КНДР могли применить к американцу угрозы, шантаж или меры физического воздействия. Произнесенная Уормбиром публично формулировка «преступление против иностранного государства» явно не из повседневного лексикона 21-летнего студента. Местные СМИ так и вовсе заявили, что проступок американца – это, цитата, «попытка подорвать единство северокорейского народа». Режим Чучхе в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение к международным нормам и к человеческой личности. Приговор, вынесенный Верховным судом КНДР Отто Уормбиру, резко осудили правозащитные организации, такие как Human Rights Watch. В ее пресс-релизе сказано, что наказание по степени суровости неслыханное, шокирующее и должно быть отменено. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. В Запорожье демонтирован самый большой на Украине памятник Владимиру Ленину. Однако сделать это удалось не сразу. Подъемный кран не смог оторвать от постамента 20-метровое изваяние вождя мирового пролетариата. Предыдущая попытка предпринималась еще в январе прошлого года. Тогда памятник устоял. Помешали стальная конструкция внутри монумента и нежелание местных властей. В 14 часов по местному времени 17 марта закон об осуждении тоталитарных режимов, принятый Верховной Радой Украины в апреле 2015 года, применительно к памятнику Ленину в Запорожье был выполнен. Ленин стоял на одноименной площади с 1964 года. Его правая рука была обращена в сторону Днепрогэса, ударной стройки первой пятилетки. В рамках декоммунизации площадь переименована в Запорожскую. Процедура сноса транслировалась на нескольких сайтах в интернете. Процесс, получивший на Украине народное название «Ленинопад», продолжается 2 года. В Кыргызстанском Нарыне прошел фестиваль «Салбурун». Участники из нескольких областей соревновались в стрельбе из лука, охоте с беркутами и среднеазиатскими борзыми собаками-тайганами. В 2-дневных соревнованиях приняли участие более 70 владельцев тайганов, около 40 сокольников и 25 лучников. Фестиваль проходит в рамках подготовки к Всемирным играм кочевников, на которых кыргызские любители традиционных состязаний надеются занять самые высокие места на пьедестале победителей. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarrenTime.tv. Мы благодарим вас за внимание и желаем приятных выходных. До встречи на следующей неделе. Всего доброго.